Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след мировой истории. Гунны были кочевниками. Они жили вот в таких юртах. Это переносное жилище, простое, удобное, компактное и очень функциональное. Оно легко разбирается и собирается, а войлочное его покрытие никак не промокает. И сегодняшний выпуск о традиционном жилище гуннов-кочевников. Юрта – это переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников. Юрта быстро собирается и легко разбирается силами одной семьи в течение одного лишь часа. Она легко перевозится на верблюдах, лошадях или автомашине, а ее войлочное покрытие не промокает и не пропускает холод. Отверстие на вершине купола служит для дневного освещения и позволяет пользоваться очагом. Юрта полностью удовлетворяет потребностям кочевника в силу своего удобства и практичности, ведь конструкция юрты может выдержать сильнейшие ураганы и землетрясения. Юрта имеет достаточно легкую конструкцию, поражающую своей простотой и функциональностью. По-видимому, кочевники имели неплохие познания в математике и физике, если поняли, что круглое сооружение имеет большую вместительность и может лучше сопротивляться ветрам. Интересный факт. Слово «юрта» – «джурт» на общетюркском языке означает «родовая земля». В кыргызском языке нередко для обозначения дома использовалось понятие «отта-джурт» – «отцовская земля» или «отечество». То есть, где стоит юрта, там и есть отечество. Мой дом и мое отечество всегда со мной. В основе каркаса гунской юрты издревле лежит 4 элемента. Решетчатое отверстие в потолке тюндюк, обод, скрепляющий купол, покрытое сверху кошмой, который отодвигали, чтобы обеспечить освещение и подачу свежего воздуха. Тюндюк является символом домашнего очага. Интересно, что тюндюк даже изображен на флаге Кыргызской республики. Решетчатые стены кереге – это сборно-раздвижное основание юрты. И брусья ууки – они вставляли специальные головки на кереге, соединяя кереге и тюндюк и образуя купол. Идеальным материалом, который был выбран кочевниками для покрытия стен и крыши юрты, был войлок. Войлочный ковер катает из овечьей шерсти. Посреди юрты располагается очаг, дым от которого уходит через отверстие в тюндюке. Напротив входа складываются стопкой теплое одеяло, которые ночью расстилаются на полу. Стены юрты украшают циновки, замысловатыми узорами, шердаки, вышивки и другие декоративные изделия из войлока. Каждый предмет имеет свое место и особое значение. Традиционно правая сторона юрты считалась женской. Там хранилась посуда и кухонные принадлежности, приспособления для шитья и вязания. На левой, мужской стороне можно было найти сбрую, ножи, все необходимое для охоты. Установка юрты традиционно считалась женским занятием. Несколько женщин тратили на это от 1 до 2 часов, прибегая к мужской помощи только для поднятия тюндюка. Вот такими были сильными и ответственными женщины-гунки.